И возникает там, когда его задают, обсуждают по поводу разные здесь ребята есть, которые, я считаю, что они немножко заблудились в трех соснах и не могут разобраться. Не знаю, что ими движет. Пропаганда, еще какие-нибудь там вещи, не знаю. Я имею в виду так называемую вот эту Чеченскую демократическую партию. И вот эти люди, я не знаю, они не ведут борьбу именно против вот как России, в смысле как России, а больше говорят про религиозника, и там очень много. Вообще, что ты думаешь по поводу вот этих и других таких же людей, которые выдумывают факты, которые абсолютно не имеют никакого отношения к нашему положению, к нашему будущему, и начинают об этом мусолить какие-то левые люди, движения, и нету никакого контроля, что там нет агентуры. Точнее, я уже убежден, они в самом начале там рязные там были. Сейчас я убежден, что там уже такие матеры у них там собираются, там, по крайней мере, заприметил. Что вы думаете, Аят, по этому поводу? Можете мне рассказать? Ну, что можно сказать про эти движения разные? Если говорить про эту так называемую Чеченскую демократическую партию, то надо спросить, где они зарегистрированы. Чеченская демократическая партия должна быть как бы зарегистрирована, а она, наверное, зарегистрирована где-то там, это другой вопрос. Но, по крайней мере, в легитимной власти президиума ее не зарегистрировано, ее нету, и она не отмечена. Это раз. Во-вторых, если они имеют какие-то вот там цели, задачи, но все время говорит про религиозную вот эту, значит, линию, обвиняя религиозных в тех или иных вопросах, это переходит на уровень того, что они, значит, именно против религии выступают. Они, правда, время от времени говорят, мы не против религии, говорят. Я их и не слушаю, правда сказать. Раньше как-то слушал их. И там, значит, создав вот эту... Что интересно, вот эти люди, которые в этой, организаторы или лидеры, да, они раньше были в команде Закаева, который вот незаконно вот так вот заявили, и в том числе участвовали в создании вот этой группы, подписания этих документов, там их фамилии светятся, так? Теперь, если они решили, скажем, сказать, что вот они перешли, стали демократами, они же и раньше были демократами, до 2017 года, пока Закаевская компания не приняла решение, что они переходят на религиозную, скажем, платформу Конституции, так называемой, 2002 года, в котором записано, что все решения будут приниматься в соответствии с Кораном и Сунной. Вот такое записано, они говорят в этой Конституции. Правда, эту Конституцию никто не принимал, хотя они авторство дают, присваивают Масхаду, президент Масхадов. Но президент Масхадов не имел права такие конституции принимать, это раз. Во-вторых, он никакой акт по этому поводу не пускал. Два, не выпускал никакого указа, даже нет, если был бы указ, он тоже не имеет силу. Потому что этот вопрос о государственном устройстве, это вопрос, это чеченский народ, написано в статье 16 об этом. Там не может быть ничего другого, кроме вот народ должен только решать, что он будет делать через референдум. А то, что они находились все время, когда совершался этот государственный переворот, так называемый, в 2007 году, эти люди, так? И они, допустим, не перешли в это религиозное поле, допустим, которое сегодня Закаев действует, это, но остаются якобы на тех же позициях, что были у них еще 2007 года.
Но позвольте, если 2007 года что было, вы считаете законным, тогда ответьте, как вы могли вместе участвовать в этом государственном перевороте, так называемом, который в 2007 году делали. Я говорю не обо всех, а некоторых из них. Поэтому они, значит, поддерживают ту линию, которую поддерживают, допустим, вот это, скажем, концепция об условной независимости, так называемая, в котором сказано, что Чечня является частью России. Они ее поддерживают, даже этих людей, автора поддерживают, так? То есть мне непонятна их позиция. Их позиция сродни с позицией Кремля, если говорить по документам. А то, что они словами там говорят, все это никуда не идет, оно не пришлешь никуда. Вот они тогда почему принимали участие в этой команде? И если они отошли от этого, почему они не заявили, что в 2007 году, до сих пор не заявили, что создание этого так называемого вот этого постановления вместе с этими сараляповцами, что это было попытка государственной переворота, что они против этого. Они об этом не заявили. Поэтому здесь много таких вопросов, и о других тоже может только такое сказать. Все, что они там приехали сюда, на Запад, да, их никто сюда не посылал, никто не направлял. По большей части это все беженцы, собственно говоря. Все те, которые не вошли, скажем, в состав, значит, президиума, или те, которые не стали помогать нашей линии, в общем, да, они по своей деле или сидят как бы где-то спрятавшись в кустах, или некоторые не могут, конечно, этим заниматься в силу некоторых обстоятельств, которых мы знаем, потому что их разыскивают, как и всех, потому что они больные, может быть, такие. Но если они какую-то политическую деятельность ведут и не помогают нашей линии, а занимаются межусобицей с разной сплетней, то это не делает им чести, и не следует вообще о них говорить в таком плане, что они... Ну, пусть они говорят, пусть говорят, правда, они мутят воду некоторым нашим друзьям здесь на Западе и, скажем, в Украине, и, ну, в общем, вводят их в заблуждение. А это вообще есть содействие, скажем, Кремлю. Вот что я могу сказать о них и подобных их. Они эти на основе демократии такие вещи говорят, другие на основе религиозных говорят, другие на основе там правозащитных говорят. Там таких вот развелось, а мы говорим, не надо все этим заниматься, вы никакие не политики, вы никакие не деятели в этом плане, у вас от народа нет никаких полномочий, давайте действовать, у нас есть инструмент, у нас есть решение нашего народа, есть решение нашего парламента, есть создан на этой основе, значит, президиум правительства, так, и на этой основе давайте здесь на Западе будем действовать массово, митинги и конференции, и другие шествия, доказывая наше единство о том, что мы стоим на сохранении и восстановлении нашего государства, сохранении ее легитимной базы. И на основе этого созданного государства о деоккупации этой, демонстрируя всему остальному миру, что мы находимся на тех же позициях, которые у нас были с 1991 года после развала СССР и создания нашего государства. Они на этих позициях не находятся, хотя словами говорят, а вот то, что я вот сейчас сказал, эти документы, их не имеют никакой основы, это просто, значит, работа в пользу Кремля. Вот что я могу сказать о них.